Следующий вопрос. «Иза калят радиту бихи аннинан». Говорит, если женщина скажет, я даю свое согласие и проявляю свое довольство им, даже если этот человек не способен на половой акт. Говорит, ясхуту хияраха инда ахлил ильм. В этом случае обладатели знания считают то, что она теряет свое право на расторжение брака. Почему? Так как словесно высказала свое согласие относительно этого человека. Вакаля Шафи филь джаид, и новое мнение имама Шафи в этом вопросе, ин калят далика кабла инкидаби мудда, фала ясхуту хияраха. Если она скажет это тогда, когда еще срок, то есть выставленный на испытание мужчины еще не прошел, то она не теряет своего права на разрыв брака. А если она скажет это уже после того, как этот срок пройдет, тогда ее хияр, то есть имеется в виду ее право на разрыв договора, теряется. Говорит имам Шафии, потому что пока этот срок не прошел, срок испытательный, это ее время на выбор еще не пришло. То есть она будет выбирать только после того, как пройдет время. Но на это обладатели знания и ученые ответили, то, что она сама удалила от себя право на разрыв договора, вместе с тем, что знала, что этот человек наиб, то есть в нем есть вот такой вот дефект. А тот срок, который ставится судьей, как бы испытательный срок относительно этого мужчины, в течение которого он должен определиться, то есть способен он на половой акт или нет, это ведь касается только мужчины. Для того, чтобы установить, действительно ли установлен относительно него этот аиб, то есть этот дефект или нет. Здесь женщине что? Не дается право на разрыв брака до того, как прошел срок. Но наоборот, ей дается возможность удалить от себя это право. Поэтому в этом нет никакого вреда мужчине. Поэтому это является для нее разрешенным. Поэтому правильным является мнение большинства ученых. Значит, даже если испытательный срок относительно мужчины еще не прошел, так и он только идет, и женщина уже заявила, то, что она довольна этим мужем, способен он на половой акт или не способен, как он пройдет этот испытательный срок, то есть положительно или отрицательно, в любом случае она довольна им и согласна им, то считается то, что она удалила от себя право на расторжение брака. А если она затем в течение брачной жизни все-таки не сможет с ним жить, тогда как ей поступить? Тогда уже она будет требовать, что хуля, то есть на разрыв брака она уже права иметь не будет, но может потребовать хуля, то есть возвращает мужу своего махра и уходит от него. Далее, следующий вопрос.